Доброе утро, просыпаемся вместе с утра Якутии. Сегодня 24 августа на календаре, день недели четверг. И встречаю вместе с вами этот день я. Зовут меня Павел Танин. Доброе утро. Прямо сейчас, конечно, мы готовы вам рассказать много полезного и интересного, чтобы зарядить вас на плодотворный, продуктивный и интересный, хороший день. Очень много всего сегодня у нас будет. Даже нет возможности вкратце рассказать, поэтому просто начнем коротко о погоде. По данным гидрометеослужбы, в центральных районах Якутии сегодня температура воздуха в 6 утра была от плюс 6 до плюс 7, плюс 4, плюс 9 в заречной группе, от плюс 1 до плюс 5 в южных районах, в Вилюйской группе улусов от минус 2 до плюс 8. В Нижнеленских улусах от плюс 2 до плюс 8, в западных от плюс 3 до плюс 9. От плюс 2 до плюс 8 в Колымо-Индигирской группе улусов, от 0 до плюс 6 в Янских, на северо-западе от минус 1 до плюс 7. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 7 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западно-юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице региона ожидается без существенных осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается в промежутке от плюс 15 до плюс 17 градусов. Мы продолжаем дальше, и теперь давайте узнаем, какими знаменательными событиями отмечен сегодняшний день в календаре. На календаре 24 августа сегодня отмечают Международный день странной музыки, День персикового пирога, День вафель, День рождения картофельных чипсов, День валяния в стоге сена. По народному календарю в этот день почитают былиного богатыря Евпатия Калаврата. На Руси в этот день состригали шерсть с овец, чтобы до наступления холодов она успела отрасти. Из шерсти делали нитки, вязали теплые вещи и валяли валенки. Новолуние и погожая погода предвещают теплую и солнечную осень. События в этот день. В 1853 году американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы. Советский летчик Константин Кайтанов первый в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты 11 037 метров. В 1995 году вышла операционная система Windows 95. В этот день Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет. В этот день родились Лев Голицын, русский промышленник, основатель виноделия в Крыму. Жан-Мишель Жар, французский музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки. Стив Гутенберг родился в 1958 году, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Салижан Шарипов, российский космонавт, летчик-инженер, герой России и Киргизии. В этот день именины отмечают Федор, Теодор, Мартин, Марк, Максим, Макар, Василий, Александр, Сюзанна, Мария. Любой день, мне кажется, можно всегда знаменовать какими-то праздниками, поэтому вот наша рубрика всегда в помощь, если не знаете, чему порадоваться сегодня. Ну а у меня для вас есть еще одна приятная новость. По традиции в четверг, в день премьер в кинотеатрах, мы разыгрываем пригласительные от кинотеатра «Центральный» на 2 персоны, ну точнее 2 пригласительных на 1 персону. Вот так они замечательно выглядят, и у вас есть замечательная возможность их получить. Для начала, что нужно сделать? Конечно же, подписаться на наш телеграм-канал. Ссылку вы внизу видите, «Утро Якутии». Видите и QR-код, его можно отсканировать при помощи смартфона. И, собственно, на наш канал попасть, подписаться. Почему это нужно сделать? Потому что разыгрываем мы всегда эти билеты, конечно же, в Телеграме среди тех, кто подписан на наш канал. Ну и второе, и не менее важно, это, конечно же, правильно самым первым ответить на вопрос. А вопрос сегодня такой. В каком году и кем был организован первый постоянный кинематограф в Якутии и где он размещался? В телеграм-канале уже вопрос появился или появится вот с секунды на секунду. В комментариях там оставляйте свои ответы. Кто правильно первым ответит, тот и получит, я напоминаю, вот эти 2 пригласительных, каждый на 1 персону, но в одни руки. И можно будет вдвоем с кем-то, с другом, подругой, мамой, папой сходить посмотреть кино. И тем более сегодня мы еще в эфире покажем, какие премьеры в ближайшие выходные в кинотеатрах появятся. Так что очень, кстати, будет сегодня победить в розыгрыше нашем и получить эти билеты. Ну а мы
мы двигаемся дальше и продолжим даже ту тему творчества, потому что кино — это, конечно же, творчество, несомненно. В Якутии завершился республиканский фестиваль современного искусства «Лето Якутия», в рамках которого в поселках Тикси и Махсагалох были созданы 2 новых авторских мурала руками известных российских художников Ильей Федотовым из Нижнего Тагила и Рустамом Кубиком из Казани. Как это было, расскажет куратор фестиваля, арт-директор Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето Якутия» Устинья Прокопьева. Устинья, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, в первую очередь, давайте поговорим про фестиваль. Как он прошел в этом году, почему выбрали именно вот эти поселки художники, почему там муралы появились? Ну, вообще мероприятия фестиваля всегда проходят из принципа комплексности. То есть в поселке Тикси сейчас идут мероприятия по внедрению дизайн-кода арктических поселений, а возле стенки, где располагается мурал, строится сквер матери. А вот в Махсагалохе, там в прошлом году построили сквер первостроителей, и сама площадка, она располагается на пустыре, и солнышком от него торцами выходят дома, большинство из которых свободные, и там мурал просто напрашивался. Вот. Что касается художников, то в начале июня у нас прошел open call 2-недельный, любой художник мог подать свою заявку с портфолио, и мы получили 8 заявок, из них выбрали Илью Федотова и Рустама Кубика. Вообще на отбор повлияло именно вот сочетание стиля художника, стиля рисования художника к тому месту, в котором у нас проводились мероприятия. Ну, вот, кстати говоря, даже, я так понял, по размещению муралов, где они появляются, это не просто вот здесь будет классно смотреть, все равно какие-то вот комплексный подход, изучение и вот такой немножко прагматичный выбор места появления мурала используется. Да. Вот. Хотелось бы по них подробнее поговорить. Давайте начнем с поселка Тикси. Подробнее об этом мурале расскажите. И, насколько знаю, какой-то мастер-класс для детей там еще проводился. Да, все правильно. В Тикси у нас работал Илья Федотов. Это замечательный живописец из Нижнего Тагила, который вышел из граффити-культуры. И последние 2 года он занимается мурализмом. Он работал по техническому заданию. Послушав все пожелания, он выдал замечательную работу, которая называется «Тикси. Место встречи». Он очень глубокий художник. И работает в жанре академической живописи, и его работа очень хорошо сочетается там. Вот. Вообще, мы когда поехали, я поехала вместе с ним, мы знали то, что из-за удаленности поселка это большая редкость для нас, и то, что нам нужно максимально вложиться в это мероприятие, и мы провели 2 мастер-класса для детей. Я проводила мастер-класс для школьников в Тикси-1, и там было около 20 детей. Мы разрисовывали флажки, они участвовали в процессе создания совместной инсталляции. Там задумка такая, то, что в Тикси очень сильные ветра, и если рассматривать флажки отдельно, то они выглядят как маленькие картины. И при дуновении ветра они раскрываются. Таким образом можно как-то запечатлеть небольшую выставку, символично назвав ее «Дыхание Тикси». Илья Федотов провел замечательный мастер-класс в Тикси-3. Это поселок Авиаторов. У него было порядка 10 детей. Он сразу же обозначил свою позицию, то, что он ничего сам рисовать и придумывать не будет, а все будет инструментом в руках детей объяснять. Получилась замечательная остановка. И самое главное, то, что дети поняли, то, что они вкладывают свои силы в то, что здесь останется, то, что украсит их поселок. Интересно, то есть получается фактически сразу несколько арт-объектов появилось? Да, получилось то, что у нас объект появился и в Тикси-1, и в Тикси-3. Ну, вот, а второй мурал в рамках фестиваля в поселке Махсагалох появился, о нем тоже хотелось бы немножко услышать. Да, там у нас работал художник Рустам Кубик. Это очень серьезный художник, у него за плечами более 60 проектов по всему миру. И для таких художников еще и вдохновением является новая точка на карте. И он тоже работал по согласованию, по ТЗ, и после согласования за 6 дней закончил этот мурал. После окончания работ мы организовали встречу с жителями поселка Махсагалох.
где они могли задать ему вопросы, познакомиться, пообщаться, пофотографироваться. Вот, все очень довольны. Также у нас было мероприятие здесь, в Якутске, где мы и Рустама позвали, и Илью. Илья у нас подключился по ВКС. И видеозапись этой встречи, она есть на нашем официальном источнике информационном. Вот. Что еще можно рассказать про Махсагалох? Ну вот само место, вот это вот, да, сквер первостроителя, оно сейчас как точка притяжения является. Там постоянно играют дети, там собирается молодежь, там гуляют Популярное жители. общественное пространство. Да, и мурал, он просто замечательно там вписался. Сами жители поселка Махсагалох, они стали свидетелем, как у них на глазах творится искусство, а это очень как бы позитивное такое впечатление. Ну вот вообще фестиваль проводится с 2019 года, то есть уже 4-й раз, я так понимаю, он Пятый. 5-й. Я как-то математически 19-й, видимо, не учел. То есть юбилейный это был. За это время сколько населенных пунктов фестиваля хватило, сколько муралов уже появилось? Как вы знаете, у нас фестиваль ежегодный, самый масштабный был в 2019 году. Тогда куратором была Кадана Игнатьева, и в тот год появилось 19 арт-объектов и муралов. И потом уже в последующие годы было по 6, по 2. В общей сложности у нас сейчас 31 мурал и арт-объект по республике в 19 городах и селах. Ох, ну, это очень такой большой показатель. Но вот говоря про тех, кто муралы эти создает, буквально у нас не так много времени остается, как можно стать, допустим, в следующем году участником этого фестиваля? Ну, объекты следующего года еще пока неизвестны, но мы будем формировать, в общем, да, работу. И, ну, главное, это, наверное, наличие портфолио. И, ну, как бы это как бы не только наше, да, такая вот, наше такое пожелание, а это как бы требование всех российских фестивалей уличного искусства, наличие портфолио. И это как бы очень важно. Если у вас нет портфолио, то мы можем помочь его создать. В ЦКАЛе это разработан гайд по разработке портфолио. И в прошлом году я проводила по нему мастер-класс, и если будет запрос, я могу провести еще раз. Вот. И, ну, это как для художников известно, как бы, да? Ну, в общем, в принципе, возможность есть попасть у любого художника, который профессионально этим занимается. Устинья, спасибо большое, что пришли, спасибо, что делаете республику краше благодаря вот таким событиям. Ну, а мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вернемся, продолжим эфир. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. С нового учебного года Центр опережающей профподготовки начнет обучать детей участников спецоперации рабочим специальностям от водителя до сварщика. По проекту «Свои» профессиональную подготовку пройдут около 200 детей военнослужащих. Это ученики старших классов, образовательные услуги им предоставят бесплатно. Чтобы принять участие в проекте «Свои», родителям ребенка нужно обратиться в сам Центр или через сайт учреждения. Также военнослужащие могут забронировать авиабилеты через региональную горячую линию 122. Всего с января на линию поступило почти 30 тысяч обращений. На прошлой неделе были особенно актуальны вопросы поступления на военную службу по контракту, бронирования авиабилетов и единовременных выплат военнослужащим-контрактникам. Отмечается, что цена авиабилетов якутских перевозчиков значительно отличается от цен других авиакомпаний. При звонке необходимо четко сообщить информацию о маршруте, дате и документах, по которым будет приобретен авиабилет. Также необходимо выкупить билет точно до сообщенного времени, иначе бронь снимется и он уйдет в свободную продажу. Что для них будет сделано? Около 200 детей получат индивидуальные маршруты образования и профессиональную ориентацию и будут обучаться бесплатно рабочим профессиям, которые представлены в образовательных организациях нашей республики. Центр опережающей профессиональной подготовки сейчас уже начинает сбор заявок, во-первых, образовательных организаций, у которых есть хорошая материально-техническая база, эксперты, преподаватели, которые могут обучать рабочим профессиям.
Готовность школы Якутии к новому учебному году 86%. На контроле управления Роспотребнадзора Республики 634 общеобразовательных организаций. На сегодня обследованы 547 школ. Между тем, в Якутске проверили 67 учреждений. 14 из них остаются на контроле управления, так как в них идет капитальный ремонт по программе модернизации школьных систем образования. По итогам обследований выявлены замечания в 89 школах республики. Роспотребнадзор принял меры по обеспечению санэпидблагополучия детей. Дается оценка состоянию зданий школ, качеству и своевременности проведенного ремонта, своевременное прохождение работниками медицинских осмотров, санитарно-гигиенической аттестации работников, вакцинации сотрудников по национальному календарю прививок. И в этом году также особое внимание уделяем обследованию работников пищеблоков на носительство вирусных кишечных инфекций. Отдельное внимание также уделяется уровню материально-технической оснащенности объектов образования, также специализированных кабинетов, медицинских блоков, условий для приготовления пищи. Один из наиболее эффективных методов работы с должниками – это проведение специальных рейдов. Их организуют ежегодно с мая по сентябрь служба судебных приставов, госавтоинспекции и энергосбыт. При таких рейдах используется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Он считывает номера проезжающих машин и тут же сверяет их с базой данных Федеральной службы судебных приставов, позволяя моментально выявлять должников. При обнаружении долгов инспекторы ГИБДД подают сигнал, после чего такие машины останавливают и на месте с водителями регулирует вопрос с долгами. На погашение гражданам дается 10 дней. Это комплекс, который позволяет считывать номера проезжающих машин и проверять их по базе Федеральной службы судебных приставов на наличие задолженности. На данный момент проверено 10 транспортных средств. Одно транспортное средство арестовано. Остальным должникам вручены повестки о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и требования об оплате задолженности. Утро Якутии мы продолжаем. Каждое лето улицы заполняют сотни мотоциклистов. За этими брутальными средствами передвижения нередко можно встретить и хрупких барышень. Чем же любители скорости, кожи и хрома так привлекают представительниц прекрасной половины человечества? Узнаем в следующем материале. Стоять не нужно, долго искать место для парковки тоже. Неудивительно, что многие пересаживаются на два колеса. Только в Якутске неофициальное мотосообщество насчитывает более 100 байкеров. Кристина Залялова, предприниматель, занимается риэлторскими услугами, а в душе экстремалка. На мотоцикл пересела 3 года назад. Это вот реально вот чувство свободы такое невероятное, то что прям ты вот едешь, ты один как с ветром навстречу, и прям очень солнце светит, все такое яркое, и прям ощущение такое, не передать даже, наверное, словами. Каждый, наверное, должен испытать когда-нибудь. С виду и не скажешь, что эти миниатюрные хрупкие девушки – участницы мотосообщества. Хоть Кристина и экстремалка, о хрупкости девушки говорит внешний вид ее двухколесного транспорта. Как-то вот захотелось добавить немножко девчачьего, потому что мотоцикл сам по себе брутальная вещь, как бы. Но я вот с одной стороны оставила его черным, как бы оставив эту часть более брутальную, а розовая как бы за девчачесть отвечает. Детишки очень радуются, девочки, мальчики, подростки тоже вот, как бы все машут там, что-то кто-то показывает пальцем, кто-то фотографирует бывает. Сигналят, да, просят пошуметь там, да, на светофорах. А эти бруталы – мужская часть сообщества. Девчонок не обделяют, напротив, дружат и поддерживают. Но они долго собираются. Там бывает даже по 2 часа ждем. У Вячеслава, в свою очередь, мотоцикл – мечта детства. Как и обычный деревенский парень, в детстве тоже катались советских, да, ну не советских, а российских мотоциклов. И с тем, да, с детства мечтал. Именно производителя Сузуки. 600 кубов, 128 лошадиных сил, максимальная скорость 287 км в час.
Скорость и ощущение свободы манит всегда, но этот зов должен уравновешиваться с чувством опасности. Ответственный байкер, вне зависимости от половой принадлежности, в первую очередь думает не только о своей безопасности, но и остальных участников дорожного движения. Соблюдает ПДД, надевает защитную экипировку и уважительно относится к другим водителям. Впрочем, каждый участник дорожного движения не должен терять бдительность. Если думать как за себя, так и за возможные действия других, то и на дорогах будет спокойнее. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем. Напомню, что в эти дни с 22 по 25 августа проходит традиционное августовское совещание работников образования Якутии. Охват его более 400 участников, среди которых и приглашенные гости из других регионов нашей страны. И сегодня в нашей студии Пополитова Ольга Витальевна, заведующая кафедрой общего образования Института развития образования города Ярославль, кандидат педагогических наук. Ольга Витальевна, доброе утро. Доброе утро. Ну и вопрос сразу касательно, когда приезжают нам гости, да, и особенно на такие мероприятия, хотелось бы поговорить о сотрудничестве наших регионов. То есть как сегодня, в каком направлении ведется сотрудничество Якутии, Якутска и Ярославля. Доброе утро. Хочу сказать, что с Республикой Саха-Якутия действительно Ярославскую область, Ярославский регион связывают тесные дружеские связи. Педагоги разных уровней образования, общего образования, профессионального образования принимают участие в наших международных образовательных форумах, таких как, например, Евразийский образовательный диалог, научно-практических конференциях. Нам радостно, что участвуют в летней методической школе делегации. Совсем недавно у нас проходило обучение, повышали квалификацию учителя математики и руководители. И у нас складываются хорошие отношения. Мы готовим к подписанию соглашения между нашим Институтом развития образования, Институтом развития профессионального образования вашей территории и Дворцом детского творчества. Вот говоря про участие в совещании, вы приехали в качестве лектора, то есть вы какую-то чему-то учите. Ну да, я приехала поделиться опытом и, собственно, осветить тему воспитания, которая сегодня является одним из приоритетов в рамках формирования единого образовательного пространства на территории Российской Федерации. Ну и, конечно же, обсудить тему наставничества. Год педагога и наставника, Ярославский регион тесно связан с Константином Дмитриевичем Ушинским. И очень приятно, что от коллег поступило предложение принять участие. Вот одной из тем совещания, насколько мы знаем, до этого к нам тоже в гости приходил министр образования республики, это изменение в ФГОС, да, федеральный госстандарт, ну, я не помню, как он расшифровывается полностью. Как они заработают в новом году? Ну, как сказать, вот процесс внесения изменений, скажем так, и обновления федеральных государственных образовательных стандартов, он касается всех уровней образования. И сейчас речь идет о том, чтобы нам организовать хорошее взаимодействие между уровнями образования, потому что растет число выпускников 9 классов, которые приходят на уровень среднего профессионального образования. Предметные области, которые реализуются на уровне среднего профессионального образования, они связаны со стандартом среднего общего образования. И это очень важно, поэтому важно и повышение квалификации педагогов. Мы должны понимать, с чем дети приходят и каким образовательным результатом должны их привести. Поэтому это очень важная тема сегодня. Вы как пример привели вот выпускников 9 классов, которые переходят в среднее, а вообще в целом мы говорим про любые, скажем так, переходы на разные уровни. Да. Это именно важно взаимодействие, чтобы не было разрывов, чтобы мы все понимали. И важность как раз вот именно в рамках формирования единого образовательного пространства. Все стандарты показывают конкретные результаты, которые мы знаем. Педагоги знают, чему учат, какие цели ставят, каких результатов должны достигнуть. Вот в связи с этим хотелось бы спросить об опыте системы вообще воспитательной работы образовательных учреждений вот в Ярославской области. Ярославская область, я не буду скромничать, действительно есть хорошие результаты, поскольку и история педагогики тесно связана, и Ярославский педагогический университет сеет разумные, добрые, вечные, делится своими наработками. Надо сказать, что сейчас широко развивается и
движение первых на территории, и волонтерское движение, и взаимодействие с некоммерческими организациями, и развитие самоуправления на всех уровнях, в том числе и на уровне среднего профессионального образования. Есть очень серьезные колледжи, которые достигают хороших результатов, и я думаю, что это тема отдельного разговора, и это интересно. Ну и вот еще упомянули вы про, так сказать, развитие наставничества как таковое. И вот хотелось бы спросить, существует ли уже, может быть, сегодня какая-то вот формула, система, может быть, эффективная, которая себя показала именно наставничество? А вот, знаете, вообще наставничество имеет очень глубокие корни в истории как отечественной педагогии, так и в целом в международной практике. И надо сказать, что здесь о какой-то единой, о каком-то виде, формах наставничества, их очень много, классификаций много, сказать очень трудно. Потому что в конкретной ситуации существуют именно те формы наставничества. Они могут быть разные между субъектами наставничества. Ученик-ученик, учитель-ученик, между организациями, которые будут наставники. Это тоже тема достаточно серьезная, и в одной ситуации именно одна форма будет эффективной, а в другой абсолютно она не сработает. И очень отрадно, что и правительство, и на самом высоком уровне вот эта тема широко развивается, и она созвучна с темой воспитания, которая сегодня звучит очень актуально. Ну вот, продолжая тему наставничества, ну, сегодня как бы она очень сильно внедряется, и, ну, мы сегодня говорим про образование, тем не менее внедряется и там в производственных каких-то отраслях. Насколько там, грубо говоря, успевают за этим трендом сегодня, можете Знаете, сказать? вот как раз, да, я думаю, что вот среднее профессиональное образование, как раз вот наставничество в профессиональной сфере, оно более развито, оно никуда не уходило, потому что и в рабочих профессиях, и в любых других, как бы вот, ну, то, что связано с производством, это так и было и всегда было. Сейчас даже некоторый опыт с этого уровня образования мы берем. Наоборот, перенимаем. Ну, как сказать, да, здесь сотрудничаем. Ольга Витальевна, спасибо большое за эту беседу. Желаю удачи в работе на совещании, ну и, конечно же, развития наших вот взаимоотношений Ярославской области и нашей республики. Большое спасибо. Ну а мы продолжаем. Все профессии важны. Вот как раз про профессии поговорили. Все профессии, безусловно, нужны. И сегодня на рынке все больше новых и современных профессий. К одной из таких относится визажист-бровист. С ней знакомимся подробно в нашей рубрике. Я визажист-бровист. Занимаюсь этим делом уже 6-й год. Пришла в эту профессию незапланированно, случайно. Никогда не мечтала стать ни бровистом, ни визажистом. Сразу же втянулась, и по сей день мне очень нравится заниматься этим делом. Какими качествами должен обладать человек, занимающийся в бьюти-сфере, работающий в бьюти-сфере? Это усердие, наверное, потому что для того, чтобы стать хорошим мастером, нужно потратить большое количество времени на отработки и терпение, также для того, чтобы набить руку, потому что самое сложное у нас в нашей профессии – это как раз-таки постановка руки. А дальше уже приходит и опыт, и клиенты, насмотренность и так далее. Чтобы работать в этой сфере, обязательно нужно пройти базовые курсы. Это необходимо для того, чтобы вы получили основные знания для первоначальной вашей работы. Обязательно нужно знать сан-нормы и придерживаться их. Как в сфере бровистов, так и визажистов есть определенные правила стерилизации инструментов и так далее. Все это, конечно, контролируется определенными органами, и обязательно нужно следить за этим и поддерживать чистоту. Вообще это очень интересная профессия, потому что каждый день вы делаете что-то новое, знакомитесь с разными людьми. В основном, конечно, это женщины, поэтому вдвойне приятно работать с красивыми, интересными женщинами.
Ну а судя по погоде за окном, лето заканчивается уже, безусловно, с ним заканчиваются, уже к концу подходят летние каникулы и наступает школьная пора. Обновить гардероб можно и в течение учебного года, так как школьники, мальчики и девочки, растут не по годам, а по часам. Наши дети, особенно подростки, большую часть дня проводят в школе. Много уроков, факультативных занятий, большая нагрузка и, конечно, родителям следует задуматься о том, чтобы школьная одежда была не только практичной и удобной, но и стильной. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами пообщаемся на тему школьной формы. Именно это очень важный момент всех родителей на сегодняшний день. То, о чем думает каждый. Как же хорошо и красиво, а главное, экономично собрать ребенка в школу. Я рекомендую сделать акцент в первую очередь на детали, потому что именно они важны, когда вы собираете своего ребенка. Не стоит ограничивать индивидуальность своего ребенка и постараться сделать так, чтобы ему было комфортно, даже в формальной школьной форме. Обратите внимание на колготки, заколки, аксессуары, всевозможные цветные галстуки, интересные детали и головные уборы. Именно они помогут оставаться вашему ребенку личностью и индивидуальностью и проявляться среди своих сверстников. Сегодня мы рассмотрим с вами варианты образов для девочек. Вы можете подобрать вот такой вот свободный оверсайз пиджак, достаточно простого кроя. Он отлично будет сочетаться как с юбками, так и с брюками. Ну а в данном случае я подобрала вот такие стильные бермуды. Именно в бермудах будут заметны и колготки, также будет легко перемещаться в осенний сезон. Можно будет носить с высокими сапогами или же дополнять кедами и кроссовками. Отлично подходит ко всему, можно подобрать совершенно любой цвет под низ. Когда собираете полноценные образы для ребенка в школу, стоит обратить внимание на стиль преппи, стиль американских студентов из 50-х. Всевозможные оверсайз-свитшоты в сочетании вот с такими вот классными юбками. Такая юбка отлично будет сочетаться и с белой рубашкой на выпуск, и заправленной вовнутрь. Также есть разные варианты верхов. Вы можете подобрать более классический, но в интересном принте. Или же, например, более простой, носибельный, из хлопка, но вот такой вот белого цвета. Такой верх отлично можно будет дополнить жилетом или же пиджаком. А данный верх может быть полноценным и являться акцентным элементом школьного образа. Когда вы подбираете одежду ребенку, не стесняйтесь обращаться даже во взрослый отдел и выбирать размер 2XS или XS. Он интересно смотрится, у него хорошие приглушенные оттенки, которые отлично подойдут для школы. В жилет вы сможете добавлять футболки, водолазки, белые рубашки, дополняя галстуком. Также такой цвет будет являться акцентом в образе. Футболку можно сочетать даже с пиджаком. Это отличный вариант для детей, которые любят более свободный стиль. Добавляйте к нему более классическую обувь, рюкзак или ранец, тогда это будет смотреться в рамках устава. Школьные детали могут быть совершенно разными. Именно в уставе этот момент не прописан, поэтому это возможность, как говорится, обойти систему и воспользоваться яркими аксессуарами. Например, вот такие оранжевые носочки и галстук не синего цвета. Также можно воспользоваться всевозможными нашивками, всевозможными значками. Также ребенок может сделать себе интересную прическу или выбрать интересный ранец. Именно на верхней одежде, как говорится, ваш ребенок может оторваться и делать все, что угодно, потому что в школе он в ней не ходит. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы именно верхняя одежда была яркой, интересной, максимально стильной и отражала индивидуальность вашего ребенка. Детская школьная форма очень важна, потому что именно она является первым настоящим гардеробом вашего ребенка. Это униформа, которая помогает формализовать и помогает хорошо учиться. Но не забывайте о индивидуальности своего ребенка и помогайте ему его подчеркнуть. Ну, вот, к слову, о начале учебного года. Для многих он будет первым в их жизни. Вот официальных требований при поступлении в начальную школу нет. Всему обещают обучить, так сказать, на месте. Но родители не всегда понимают, готов ли их ребенок к школе с психологической точки зрения. К новому этапу в жизни малыша необходимо готовиться заранее. Адаптация к новому распорядку дня, коллективу, правилам, школьным заботам. Как сделать так, чтобы этот период прошел максимально гладко? Как вообще понять, что ребенок готов к школе? Поговорим об этом вместе со специалистом Аленой Шкулепо. Сегодня разбираемся в этом вопросе. Алена, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот первый вопрос, да, пойдем, так сказать, по порядку, по нарастающей. Как понять, что ребенок готов к школе вот психологически, да, он туда пойдет, и все будет у него, ну, так, как должно быть? Ну, давайте, как всегда, разбираться постепенно. Для начала я уверена, что большинство родителей просто сильно заранее занимаются подготовкой ребенка в школе, тем более, что у нас есть для этого предложения на рынке. И, конечно же, там специалисты определяют, насколько ребенок готов или не готов. Но если вдруг такая ситуация не случилась, то нужно смотреть 4 сферы развития ребенка, которые помогут определить, вообще он
насколько успешен будет в том же самом первом классе. Потому что первый класс – один из самых важных этапов вообще для обучения в целом, конечно. И поэтому, конечно, смотрится уровень интеллектуального развития, смотрится эмоционально-волевая сфера, мотивационная сфера. И в этой части нужно рассматривать каждый отдельный аспект в отдельности. Но есть вообще очень замечательный, спасибо нашим коллегам из Филиппин, филиппинский тест. Этот филиппинский тест, который показывает, насколько ребенок физически развит. Потому что случается где-то примерно в возрасте 5-7 лет, в зависимости от ребенка, такой полуростовой скачок, который определяет, собственно, насколько ребенок в дальнейшем может быть работоспособен, насколько он вообще усидчив. Потому что вот эмоционально-волевая сфера — это как раз в том числе про усидчивость. И это очень простой тест. Нужно просто, чтобы ребеночек вот так вот сделал. Смог достать вот так вот ушко. Да. Потому что если ручки-ножки коротенькие, то, соответственно, он этого сделать не может. Я просто достаю. Да. Я уверена, что вы это сделали. Это вот самый элементарный тест, который показывает, что будет дальше. Потому что было проведено исследование, и когда ребятишки попадают вот в такую серьезную учебную среду до этого скачка, то они, к сожалению, не очень успешны. Ими очень трудно с самим собой управляться, потому что они не очень усидчивы, не очень трудоспособны. Ну и, соответственно, всем от этого только, к сожалению, нехорошо. То есть можем вот таким тестом понять, если достают для до уха, начала. Ну, как бы один из это, моментов. конечно, это не самый главный, но один из этих таких важных моментов. В целом, если вот мы сказали, да, что есть, ну, все сейчас на подготовительные курсы какие-то ходят, там обычно психологи тоже работают, если не случилась такая ситуация, какими еще тестами, может быть, есть какие-то специализированные центры, можно только прийти вот на психологическую, допустим, консультацию? Ну, большинство школьных психологов, во-первых, умеют делать этот тест, во-вторых, они есть вообще в общем доступе. Единственное, что желательно, чтобы все-таки интерпретировал профессионал, потому что тревожные мамы и папы, они склонны усугублять ситуацию, да, и вот там, боятся заранее. Иногда приходят мамы, смотрят, что все в порядке, с ребенком все хорошо, с мамой все хорошо, да, и, там, отпустите ребенка, давайте с вами поговорим, потому что это вы больше тревожитесь. Вот, то есть, ну, есть эти методики, совершенно спокойно в доступе можно посмотреть. Еще один такой момент распространенный, наверное, касательно первого класса в 6 лет. Вот как бы бывают, да, дети, которых в 6 лет отдают. То есть насколько это хорошая практика, насколько, ну, вообще можно понять, что созрел ребенок, и вот он готов чуть раньше времени пойти в школу. Опять же, вот этими же тестами или еще какие-то нюансы есть? И этими же тестами, и тем же филиппинским тестом, и есть еще нюансы, и нюансы эти в большей части связаны с тем, какого возраста будут остальные дети в классе. Потому что в возрасте 6-7 лет год разницы — это колоссальная разница. И когда ребятишки, достаточно часто эта история встречается, он говорит, там, меня отдали в школу рано, все были взрослые, ко мне как-то относились как к совсем мелкому. Там по-другому просто выстраиваются отношения в классе в этот момент. Соответственно, есть ребятишки, которые в школу попадают, например, в 7,5 лет, то есть они уже ближе к 8, они такие переростки, и они страдают не меньше, чем малыши. Понятно, что очень трудно угадать, когда тут мы учимся 1 сентября, чтобы там, 1 сентября 7 лет исполнилось, да, и все ходили. Но на самом деле, скорее здесь важно не столько возраст, сколько готовность ребенка и насколько он развит. Потому что еще одна часть, связанная с готовностью к школе, это коммуникативная часть, вот помимо тех 3, которых я назвала. То есть насколько ребенок общаться умеет, насколько он вообще строит отношения в группе, почему социализирован, почему детские сады в этом смысле достаточно хорошую роль играют, потому что ребенок уже научается что-то к этому возрасту делать. Поэтому можно и в 6. Ну вот если мы говорим про, вот кто-то идет в школу, ему 7,5 уже, да, там раньше времени 7 исполнилось. Самое, наверное, такое тонкая грань, это, наверное, люди, родившиеся зимой, да, то есть кому-то 7 лет во время учебного года, кому-то 7,5 будет в 1 классе. Вот на этой тонкой грани куда все-таки предпочтение, если не учитывать тесты и так далее, куда предпочтение отдать? Чуть попозже пойти или чуть пораньше? Вот, допустим, у ребенка зимой день рождения. Вот, знаете, не могу я вам дать точный ответ. Я вам могу свой опыт рассказать. У меня ребенок родился зимой, в январе, поэтому у меня дочь пошла в 6,5 лет. Я по ее отзывам вам говорю, что когда она училась в школе, это не особо влияло, но, например, когда она стала старше, вообще-то она школу несовершеннолетней закончила, то, соответственно, она говорит, ну, мам, ко мне относятся вообще как к ребенку, как к малышу. И когда они в институте 1 сентября пошли что-то там праздновать, ей сказали, ты несовершеннолетняя, все, иди, пожалуйста, занимайся своими делами, вырастешь, присоединишься. Ну вот смех смехом, но какие-то моменты все-таки здесь присутствуют.
Понятно. То есть какой-то прям научной подоплеки изучения этого вопроса пока не существует. Хотя интересная идея, можно было бы заняться этим. Ну хорошо, мы вот пошли в школу, все, ребенок первая неделя все-таки, ну, самое сложное у тех, кто у родителей, у кого в садик ходят дети, тоже, наверное, сталкивались с этим, вот эта неделя адаптации. У кого-то она чуть дольше бывает. Что, как жить, что делать в первые вот эти дни, когда ребенок первый раз в школу, у него стресс, родители тоже могут быть на стрессе, как сгладить все эти углы? Я вас, наверное, сейчас удивлю, а может быть и нет, но вообще-то стресс у родителей. Да, в первую очередь. У ребенка, если родители по потолку от тревоги не бегают, стресса не бывает. Если он замотивирован на учебу, а что такое мотивирован на учебу? Это не мотивирование сидеть крючочки рисовать, а ему интересно, потому что это новое место, новые люди, это новый преподаватель, это новая среда, это что-то интересное. Знания, в конце концов. Знания, в конце концов, это вот слово «в конце концов» здесь ключевое, потому что как раз школьные программы построены на том, чтобы ребенок туда аккуратно входил, в эту ситуацию. Но родителей такая тревога бывает, которая вот передается детям, и тогда, конечно, первая неделя — это адаптация для родителей. Но это правда, на самом деле объективно так и есть. Потому что даже в семейной психологии считается, поход ребенка в первый класс является кризисным моментом для семьи, потому что меняется среда. Раньше мы в детский сад выводили, да, там во столько выводили, во столько-то забирали. А сейчас все поменялось уже по-другому, даже родительские комитеты другие. И поэтому здесь скорее родителям надо с собой немножечко тоже заниматься, а не столько вот там вот концентрироваться на ребенке. Даже в большей степени. Даже в большей степени, потому что на самом деле вот от того, как ребенок себя будет чувствовать, в том числе в первые дни в школе, зависит от того, как родители сами вот в эту систему встраиваются. Ага. Алена, спасибо большое за эту интересную беседу. Я думаю, многим родителям она вот на заметку возьмут, особенно последний наш разговор про то, что в первую очередь это стресс для родителей, и родителям нужда. Удачи в вашей работе всем. Спасибо. Родителям первоклассников легкой адаптации в школе желаем и вообще, конечно же, хороших знаний для детей. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. Обстановка на линии соприкосновения в зоне спецоперации остается стабильной, хотя Украина продолжает отправлять своих бойцов в военный бой, не считаясь потерями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ВРИО главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Путин также указал на главные социоэкономические проблемы в новых российских регионах. Это скромные доходы людей и рост цен. Кроме того, президент пожелал Пасечнику успеха на предстоящих сентябрьских выборах и пообещал поддержку федерального центра. Всего 148 участников спецоперации и 69 членов их семей прошли реабилитацию и получили медицинскую помощь в республике. В настоящее время в медорганизации республики обратились более 1000 участников специальной военной операции и более 1500 членов их семей, в том числе более 500 детей. Кроме того, оказана психотерапевтическая и психиатрическая помощь более 130 бойцам и 85 их родственникам. Путевки на санаторно-курортное лечение получили 35 участников спецоперации. В санатории Бесчегда и 88 членов их семей. Боевой друг, оберег и символ мужества. Так говорят участники спецоперации о якутских ножах. Защитникам Родины вручают легендарные якутские ножи по инициативе главы республики Айсена Николаева. Ножи куют местные кузнецы из Хангаласского, Усялданского, Мегина Хангаласского, Татинского, Нюрбинского и Вилюйского районов. На сегодняшний день изготовлено более 2000 ножей. Кузнецы работают качественно. Так, якутские ножи производят из нержавеющей российской стали. Длина рукоятки и клинка 14 сантиметров. Мастера изготавливают ножны из кожи. Между рукоятью и лезвием ножа вставляют часть рога снежного барана и латунь. На клинке видна гравировка с благословительными словами. Ну, якутский нож сам по себе как оберег, да? Как оберег используют. И как надежный друг его носит с собой постоянно, да? Он универсальный, можно строгать, консервный банк открыть, да? В полевых условиях. И затачивать тоже быстро, поэтому якутский нож делаем. При попадании влаги, там, дождя, снега, да, он не ржавеет, устойчив, вот, поэтому остановились на нержавеющих сталях российского производства.
Накануне в России вспоминали особую памятную дату. Ровно 80 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистские отряды в Курской битве. Эту дату с особым волнением вспоминали ветераны, пенсионеры войны и труда. В историческом парке «Россия. Моя история» юбилейной дате посвятили пленум Совета ветеранов Республики. Главными направлениями деятельности Совета являются защита прав и свобод пожилых людей, содействие решению их бытовых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения, проведение культурно-массовых мероприятий, а также совершенствование конструктивного сотрудничества с органами власти по решению проблем пожилых людей. Форум собрался, чтобы в присутствии главы республики рассказать о своих проблемных вопросах, которые ветераны ему расскажут. А потом уже в конце глава республики выскажет свое мнение, как нам совместно общественным некоммерческим организациям работать с органами государственной власти, муниципальных образований. Я думаю, что позитивный итог от сегодняшнего форума будет. В сентябре Якутия встретит форум лидеров Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Вице-премьер Георгий Степанов провел совещание Организационного комитета по форуму Сибири и Дальнего Востока «Лидеры ВОУ-ПИК. Восточный вектор». Программа насыщенная. Мероприятия форума пройдут с 6 по 9 сентября в Якутске, Хангаласском и Татинском районах. 7 сентября состоится пленарная сессия и работа по секциям. 8-го выезд в село Черкех для участия в фестивале ИС-УУС-АС. Также 9 сентября участники форума посетят медиавыставку «Путь Эллея» Василия Актемцы. Это были все новости к этому часу. До новых встреч! На сегодняшний день, четверг, в кинотеатрах ожидается не менее интересным. Целых 6 премьерных картин стартуют на больших экранах. Радует и разнообразие жанров, так что не будем томить, давайте знакомиться с новинками этой недели. Смотрите в кинотеатре «Центральный» уже с этого четверга. Экшн-триллер «Заложники» с Лиам Нисоном в главной роли. Тут не ошибешься, гадая, о чем пойдет речь в картине. Положение героя Нисона, правда, не совсем обычное. Его персонаж на этот раз входит в число тех самых заложников. А по ходу сюжета ему придется спасать не только своих детей, но и попытаться спастись самому. Я убью тебя! Теперь что? Езжай! К столетию рождения самого известного в мире пса Хатико китайские кинематографисты выпустили новую версию истории любви, преданности и настоящей дружбы. Посмотри, какой ты красивый. Назовем тебя Хатико. История профессора и преданного пса навсегда стала примером самой искренней дружбы. Она прошла сквозь века, и по сей день Хатико является символом верности. Ему посвящают песни, ставят памятники, называют в его честь рестораны и кафе. С одной стороны, фильм — это хорошо известный сюжет о человеке и преданной собаке. В нем через образы и звуки попытались рассказать историю незнакомцев, которые чувствуют себя одиноким даже в оживленной семье. Хатико здесь — это непривычный многим Акита-Ину, а китайская сельская собака, верная и милая, но от природы настороженная и чувствительная. Всего в фильме снялись 3 собаки, и они прошли путь от боязни людей к полному доверию и совместной работе в непростых условиях. А после окончания съемок их забрали в семьи, где они обрели новый дом и любовь. Неважно сколько, он будет ждать тебя. Я забыл о тебе сегодня. Хатико, давай-ка пойдем домой. Мой Хатико. «Посредники» – экстраординарный роуд-муви, вызывающий улыбку и согревающий душу. По сюжету замешанная в преступлении молодая женщина Сайон оставляет новорожденного сына у дверей приюта. На следующий день она возвращается за ним, но обнаруживает, что младенца подобрала парочка обаятельных мошенников. Владелец прачечной Сан Хён и его молодой напарник Тон Су намерены не просто продать ребенка, чтобы решить свои денежные проблемы. Их главная цель – подыскать подкидышу приемных родителей, которые согреют его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи герои колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следует пара детективов, жаждущих вывести их на чистую воду. Мы приняли ребенка из ваших рук, чтобы найти ему лучших родителей.
А любителей ужасов приглашают на игру в лифте. Сестра главного героя Райана исчезла, проведя популярный в интернете ритуал, с помощью которого можно попасть в иное измерение. В центре ритуала лифт, который становится порталом в другой мир. Райан решает сыграть в игру в лифте, чтобы найти сестру, но даже не представляет, с чем ему придется столкнуться. А что будет, если мы подсмотрим? Не пропустите в кино и яркое анимационное приключение «Руслан и Людмила» больше, чем сказка. Захватывающая современная адаптация одноименной поэмы Александра Пушкина для всей семьи. По сюжету мультфильма Людмила, дочь великого князя, попадает в плен к колдуну Черномору накануне свадьбы. Возлюбленный Людмилы Руслан намерен вызволить невесту из плена. Его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалёкой. Руслан и Людмила. Больше, чем сказка. Психологический триллер «Подводный капкан» расскажет историю сестер-дайверов Дрю и Мэй, которые отправляются в новое уединенное место, чтобы совершить очередное совместное погружение. Все идет как обычно, но из-за неожиданного камнепада Мэй оказывается в заточении. Женщина попадает в смертельную ловушку без возможности выбраться самостоятельно. Кислород заканчивается, и Мэй начинает паниковать. Оказавшаяся в почти безвыходной ситуации Дрю пытается найти способ, чтобы вытащить сестру из западни. Не думай. Кислород на исходе. Не думай. Нужно больше времени. Не думай. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Вот эти картины в том числе можно будет посмотреть в кинотеатре «Центральный», особенно тем, кто сегодня выиграет, тому, кто выиграет вот эти 2 пригласительных на 1 персону каждый. Вопрос сегодняшнего розыгрыша был каким? Кем был организован первый постоянный кинематограф в Якутии, где он размещался? Ответ правильный. В 1913 году Василий Приютов организовал его в своем доме на Большой улице. Это ныне рядом с территорией, рядом с кинотеатром «Центральный». А правильный ответ дала Ольга Афанасьева. Мы с вами обязательно свяжемся, расскажем, как получить вот эти замечательные пригласительные. А я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего дня.